Добрый вечер. В эфире «Бумеранг», в студии Алана Гадзасова. Сегодня на каждом заборе можно прочесть патриотичную надпись «Каддейрон Уаддевжа Акжон». И хотя в известной сказке советовали не внимать тому, что пишется на заборах, тем не менее это лакмус, который показывает, что занимает умы людей. О судьбах осетинского языка рассуждают и в хазарах, и в кулуарах власти, особенно последние десятилетия. Волна национального самосознания вынесла на свет ворох проблем, так или иначе связанных с сознанием осетинского языка. Молиться, петь и рассказывать детям сказки на родном языке. Кто сегодня делает это легко и как бы само собой? Хотя что может быть естественнее? Мы слышали и пугающие характеристики осетинского языка как умирающего. Решить проблему можно только если подойти к ней системно. И сегодня в республике действует государственная программа, которая включает в себя сохранение и развитие осетинского языка. И, конечно, львиная доля здесь приходится на систему образования. О трудностях перевода с родного языка сегодня мы поговорим с нашим гостем Тамерланом Камболовым, доктором филологических наук, советником главы Северной Осетии по вопросам национально-культурного развития, заведующим кафедрой ЮНЕСКО по поликультурному и полилингвальному образованию Северо-Осетинского педагогического государственного института. Добрый вечер. Добрый вечер. Таймуразович. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. И вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 72 28 86. Тамерлан Таймуразович, я надеюсь, у нас сегодня получится очень откровенный разговор. Честно признаюсь, неделю готовилась к этому эфиру, и я рассчитывала на то, что в нашей студии будет ваш оппонент. Но вы знаете, вот за неделю мне так и не удалось найти оппонента для вас. То есть все люди, которые, в общем-то, выдвигали какие-то суждения, которые отличаются от ваших, так и не решились прийти под разными предлогами. Они отказались прийти в эфир. Как вам кажется, почему такая ситуация? Ну, во-первых, это достойно сожаления, потому что действительно, во-первых, это был бы инновационный формат вещания на вашем национальном телевидении, то есть некоего рода такие интеллектуальные ринги, на которых могли бы схлестнуться противоположные или отличающиеся друг от друга мнения. Это всегда интересно. Во-вторых, таким образом ваш телезритель увидел бы широкий диапазон взглядов и мнений. И в-третьих, это было бы полезно, надеюсь, обеим сторонам диалога, потому что именно в диалоге, в прямом диалоге и открываются какие-то новые грани предмета обсуждаемого. Плохо, когда обсуждение идет, скажем, через третьи уста и идет опосредованно, когда нет возможности дать четкий и лаконичный ответ на те претензии или вопросы, которые задаются. Поэтому я могу только сожалеть о том, что, ну, скажем, люди, исповедующие другую концепцию, другую идеологию сохранения и развития осетинского языка, сегодня не присутствуют. Причина мне трудно ее объяснить, потому что действительно это замечательная возможность, которую вы сегодня предоставляли, изложить эти отличия, эти особенности в их взглядах. В принципе, они мне известны. Мне известны эти замечания, эти претензии. Так что, в принципе, я готов ответить и заочно. Но это обесценивает в определенной степени. Диалог всегда лучше опосредованного монолога. Я, честно говоря, сама теряюсь в догадках, в чем причина такой ситуации. Складывается впечатление, что вы человек, который обладает огромным административным ресурсом, и люди почему-то опасаются этого административного ресурса, хотя мне, в принципе, очень неприятна эта ситуация, поскольку зачастую люди склонны сомневаться в свободе слова. Вот сегодня была абсолютная возможность предоставить право на свободу слова и мнение. Во-первых, относительно, так сказать, властных полномочий, которыми я располагаю, на самом деле, если речь идет о том, что в данном случае имеется в виду моя должность советника главы по вопросам национально-культурного развития, то я хотел бы уточнить, что я работаю на этой должности на общественных началах.
То есть я не являюсь государственным чиновником, у меня нет ни малейших рычагов влияния на судьбы людей, на их карьерный рост и так далее. В качестве заведующего кафедрой, профессора или доктора наук, я тем более, значит, трудно предположить, у меня какие-то властные или, значит, социальные полномочия. То, что касается возможности говорить то, что ты думаешь. Вы знаете, я скажу, может быть, неординарную вещь, но по жизни вообще стараюсь говорить всегда то, что думаю, и то, что считаю правильным. И вот, дожив уже почти до пенсионного возраста, никогда об этом, во-первых, не пожалел, а во-вторых, никогда практически не имел проблем в связи с тем, что просто называл вещи своими именами. Тем более последние годы я не вижу реальных ситуаций, я не вижу конкретных людей, которые бы пострадали за правду. Поэтому, если предполагается, что в основе отказа от участия в этой передаче лежит опасение высказать правду, высказать истину, то это совсем уж надуманная причина, и оснований для которых в нашем современном обществе я не вижу. Давайте введем в курс нашего зрителя, в чем, собственно, суть возможного, несостоявшегося теперь уже диалога, вернее, даже дискуссии, если правильнее. Раз уж мы начали с откровенности, то давайте я тоже буду откровенна. Вот сегодня мы говорим об осетинском языке, о его сохранении, и мы с вами ведем диалог на русском языке. И, наверное, причина в том, что есть целое поколение, так назовем его потерянным для осетинского языка, к которому смело можно отнести, в частности, меня, моих родителей в том числе. Тут нечем гордиться, но такова действительность, что мне бы, конечно, хотелось вести с вами беседу на осетинском, на нашем родном языке, но, к сожалению, дальше бытового уровня мой осетинский не выходит. И тут хотелось бы уточнить, да, вот, будучи, скажем так, прилежной ученицей в школе, мне удалось каким-то образом выучить английский язык и выпуститься из школы с приличным знанием английского языка. И с осетинским языком совершенно другая ситуация. То есть мой осетинский развивался уже после окончания школы, в процессе общения с друзьями и так далее. Но вот моя языковая среда в школьные годы, она абсолютно не подразумевала осетинскую, не было осетинской языковой среды. Вот. Почему складывается такая ситуация? Я понимаю, что это вопрос скорее касается прошлого, чем настоящего, но все-таки мы живем вот в этой действительности и имеем дело вот с таким поколением молодых людей, живущих в основном в городе Владикавказе. Вот как вы оцениваете? Многие задаются вопросом, почему система образования дает разные результаты применительно к изучению осетинского языка и изучению, в частности, иностранных языков. Ответов и объяснений несколько. Во-первых, нельзя не учитывать важнейший фактор, который заключается в том, что изучение, методика изучения иностранных языков, учебники иностранных языков разрабатывались в России, в Советском Союзе на протяжении десятилетий, если не веков. Все мы прекрасно знаем, что и французский язык был очень популярен в, скажем, высших сословиях Российской империи. В Советском Союзе, в первую очередь, немецкий язык, во второй половине XX века уже английский язык. Эти методики, эти учебники разрабатывались сотнями и тысячами специалистов. Были созданы лингвистические школы, методические лингвистические школы, которые функционировали в Москве, в Ленинграде, в Казани, в других крупных центрах. За все эти десятилетия методика и учебники
для преподавания иностранных языков, они были отшлифованы практически до идеального состояния. Причем параллельно разрабатывалась и совершенствовалась от года к году методика подготовки учителей иностранных языков. В итоге получился замечательный комплекс. Отработанная методика преподавания языка в школе, обеспеченная соответствующими отшлифованными учебниками, которые претерпевали десятки переизданий, улучшаясь от раза к разу. Параллельно формировалась методика подготовки учителей, и из стен высших учебных заведений выходили действительно подготовленные, владеющие реальными технологиями и методами обучения школьников иностранным языкам. Это мы видим на стороне иностранных языков. А давайте посмотрим, что происходило с этими же вопросами применительно к родным языкам народов Советского Союза, Российской Федерации. Давайте вспомним, что преподавание осетинского языка осуществлялось в Осетии с 20-х по 60-е годы, то есть всего лишь навсего 40 лет. При этом осетинский язык преподавался только по одной методике, только по методике родного языка, то есть как по методике того, что мы сейчас называем для владеющих. Ни малейших попыток создания методики преподавания осетинского языка как неродного, и тем более учебников осетинского языка как неродного, в те годы не возникало такие идеи, потому что не было такой потребности. Абсолютное большинство осетинского населения Осетии в этот период прекрасно говорило на осетинском языке. Поэтому и обучали их только по методике родного языка и по учебникам родного языка. Затем наступили 60-е годы, и на протяжении 30 лет осетинский язык практически выпал из системы образования. То есть осетинский язык был переведен, как и большинство, многие языки народов Советского Союза, в статус факультатива. И поколение осетин, выросшее, получившее образование в 60-е-90-е годы, было лишено фактически возможности изучать свой родной язык. Вернее, они имели эту возможность, но они не воспользовались ею, поскольку считали, что это излишне. В постсоветское время возобновилась после 30-летнего перерыва. А 30 лет перерыва – это разрыв традиций. Это разрыв традиции в обучении, в разработке методик, в разработке учебников. То есть представьте себе, что 30 лет, а это смена поколений, осетинским языком, его развитием в учебно-методическом смысле никто не занимался. Не создавались новые учебники, не разрабатывались новые методики, даже по осетинскому языку для владеющих. За это время были утрачены и те результаты, которые были наработаны в предыдущий период. Ушли старшие поколения специалистов, не готовились новые. И в 90-е годы фактически все пришлось начинать с нуля. И надо отдать должное и поблагодарить тех наших ветеранов, которые работали в 90-е годы и вот, действительно практически с чистого листа создавали новые учебники осетинского языка. По сложившейся в предыдущий период традиции была подготовлена линейка учебников и программа по осетинскому языку для владеющих осетинским языком. И она практически только и использовалась в системе образования. Но ведь за истекшие полвека с 60-х годов резко изменилась языковая ситуация в республике, особенно в части владения родным осетинским языком его населением. За это время выросло не только то поколение, которое было лишено родного языка в системе обучения, но и
выросли уже их дети, которые тем более уже во втором поколении не владели родным языком. К этому надо добавить и бум урбанизации, то есть переселение в город Владикавказ, Беслан, Ардон, который произошел в эти годы. И значительная часть сельского населения нашей республики оказалась в городах, а город — это самая ненадежная, самая, скажем, слабая позиция, в которой такие миноритарные, то есть языки национальных меньшинств могут сохраняться. К сожалению, задача разработки учебников для этой категории детей, учащихся, то есть для которых осетинский язык является их этническим языком, то есть языком их народа, но уже перестал быть для них языком мышления, языком общения. Вот разработка учебников для невладеющих, к сожалению, эта задача не была поставлена своевременно. Только в середине 2000-х годов возникли три учебника осетинского языка для невладеющих. Но они представляли собой только отдельный сегмент образовательного процесса, только начальную школу. И в течение 90-х, 2000-х годов, нулевых годов, практически половина населения нашей республики, школьного населения, изучала осетинский язык, не имея для этого учебно-методического обеспечения. То есть для обучения школьников, не владевших осетинским языком, использовались учебники для владеющих. Но при этом, поскольку они не были готовы адекватно их изучать, то учебник 3-го класса для владеющих использовался в 10 классе для невладеющих. То есть никакой системности, никакой последовательности, преемственности в обучении осетинскому языку половины нашего школьного, так сказать, населения не было. Отсюда и результат. Отсюда и результат. То есть нет учебников, нет методики, нет подготовленных к этим учебникам и этим методикам учителей. Но это только часть проблемы. Есть и другие факторы, социальные факторы, которые влияли на эффективность и влияют, продолжают влиять на эффективность обучения осетинскому языку. Давайте сопоставим, каков был престиж иностранных языков и престиж осетинского языка еще 20 лет назад, даже 10 лет назад. Сегодняшняя ситуация, слава богу, немножко уже меняется. Кажется, уже значительно поменялось, да. Потому что есть тенденция говорить на осетинском языке модно и всячески демонстрировать национальную принадлежность тоже это престижно. Да, слава богу, ситуация меняется. Но я сейчас говорю о причинах, да? Поэтому нам надо проследить предысторию. Во второй половине 20 века, в 70-е, 80-е годы, вот люди моего поколения прекрасно это помнят, что, скажем, незнание родного языка никоим образом не влияло на психологическое самоощущение людей. Люди не чувствовали, что они в чем-то ущербны. Более того, наличие, скажем так, осетинского акцента в русской речи воспринималось, при этом человек мог говорить самые умные вещи и быть очень образованным и грамотным человеком. Но даже то, что он говорил эти умные и грамотные вещи с легким осетинским акцентом, иногда путая падежи в русском языке, определяло к нему отношение как неграмотному, как раз, не очень высококультурному человеку. То есть было престижно владеть русским языком, причем если у тебя нет при этом осетинского акцента, то это был высший пилотаж, это был шик. А вот привязанность, укорененность в родной культуре и в родном языке считалась признаком некой отсталости, некоторой несовременности. Естественно, что это отражалось и на отношении
к изучению осетинского языка. А это очень важная вещь. То есть можно иметь замечательные учебники, отличные методики, но если ребенок, его родители и его сам ребенок не мотивирован к тому, чтобы изучать родной язык, изучать языки — это вещь достаточно трудная. Особенно, даже если это твой родной язык, но ты его не знаешь. Для тебя его так же трудно изучать, как любой иностранный язык. Но если у тебя при этом есть мотивация к изучению иностранного языка, ты преодолеваешь эти трудности. А если при изучении осетинского, родного языка, который ты тоже не знаешь и который надо тоже прилагать, к которому надо прилагать такие же усилия, но у тебя нет мотивации, у тебя нет ни эмоциональной мотивации. То есть это мой родной язык, это язык моих предков, я обязан его знать. В те годы, к сожалению, такой эмоциональной мотивации не было. Но не было и социальной мотивации. То есть если я не буду знать русского языка, у меня нет будущего в Советском Союзе, в родной стране. Если я буду знать иностранный язык, то у меня появляются новые перспективы как в России, так и за ее пределами. Незнание осетинского языка не создает для меня никаких проблем. Соответственно, у меня нет никакой мотивации. Ну, в данный момент однозначно создает проблемы и дискомфорт. Я вынуждена прерваться на небольшую рекламу, и мы продолжим через несколько минут. В эфире «Бумеранг», и сегодня у нас в студии доктор филологических наук Тамерлан Камболов. Мы говорим об изучении осетинского языка. И я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Задавать вопросы вы можете по телефону 72 28 86. Тамерлан Таймуразович, продолжим наш разговор. Мы остановились на том, что, возможно, вывели к тому, что осетинский язык для невладеющих – это его изучение сродни изучению иностранного языка. Так вот, сейчас как ситуация? То есть вот в тех программах, которые существуют сейчас, которые распространены в школах на сегодняшний день, при вашем участии, вот, как с этим ситуация? В середине 2000-х нулевых годов была поставлена задача, эта задача была поставлена Министерством образования и науки Республики, о необходимости решения этой проблемы и о создании второй линейки учебников, второй программы по осетинскому языку для невладеющих. Была создана рабочая группа из авторов. Кстати говоря, вот я бы хотел отметить, что часто нас упрекают в том, что при разработке учебников нового поколения и владеющих, и невладеющих к этой работе якобы были привлечены в основном специалисты высшей школы. То есть люди, которые не имеют опыта работы с средней школой, со школьниками, и таким образом не могут определять психолого-педагогические особенности детей, их восприятие, и это отражается на качестве учебников. Я должен сказать, что из 22 учебников осетинского языка, то есть 11 учебников для невладеющих, 11 для владеющих, только один автор не работал в школе, а является доктором наук, вузовским работником. Все остальные авторы или продолжают работать, как минимум половина из авторов учебников являются действующими школьными учителями, или какое-то время до перехода на работу в вузы работали в школе и знают детей, знают специфику преподавания в общеобразовательной школе. Так вот, трудами этого авторского коллектива я хочу выразить им большую благодарность за эту поистине подвижническую и самоотверженную работу, которую они проделали, не будучи освобожденными от своих прямых школьных или вузовских обязанностей педагогических, которые получали на самом деле не очень значительную, практически мизерную заработную плату за выполнение этой работы, которые получали все шишки и все упреки, связанные с проблемой роста. Я напомню, что те же учебники осетинского языка для невладеющих, они разработаны впервые в истории образования Осетии. Не могут быть
я это утверждаю категорически, не могут быть созданы с чистого листа идеальные учебники. Любой учебник, он требует совершенствования, он требует доработки, он требует редактирования и так далее. Не случайно мы видим на форзацах федеральных учебников 11-е переиздание, 20-е переиздание и так далее. При этом там уточняется уточненное, дополненное, исправленное. То есть учебники переиздаются 10-20 раз, и каждый раз они совершенствуются и улучшаются. Эти учебники были разработаны. Обе линейки учебников, и владеющих, и не владеющих, в них смещены акценты с сугубо грамматической направленности обучения, которая до сих пор была превалирующей в этих учебниках. Мы сказали себе, что мы все-таки готовим не 100% филологов и не 100% абитуриентов факультета осетинской филологии из наших всех учащихся. Нам надо больше научить их говорить на родном языке. Поэтому акцент был сделан на то, чтобы усилить речевую составляющую методики, чтобы дать возможность и создавать ситуации, образовательные ситуации для того, чтобы язык из теории переходил в практику. Я немного прерву вас, так как мы работаем в прямом эфире. Нам поступил звонок от зрителя, и мы выслушаем нашего телезрителя. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, задайте ваш вопрос. Добрый вечер, я Перстаева Анжелика, и у меня вот такой вопрос, который беспокоит меня как маму пятиклассника. Вот, к сожалению, сейчас современные дети в принципе языком не владеют, не знают. Но в школах существует деление на группы, то есть осетиноговорящие и неговорящие группы. И вот меня интересует, как вы считаете, насколько уместно вот такое разделение при условии, что уровень знаний у обеих групп практически одинаковый? Спасибо. Спасибо. Я могу дать два варианта ответа на ваш вопрос. Если не последняя фраза, которую вы сказали, я бы ответил однозначно. Разделение классов на подгруппы, владеющих и не владеющих, совершенно необходимая и нужная вещь. Невозможно, неправильно обучать по одной и той же методике, по одним и тем же учебникам детей, которые языком владеют, и детей, которые языком не владеют. В этом случае часто приводится такой аргумент. Нет, надо детей, вне зависимости от их языковой компетенции, то есть владеют или не владеют осетинским языком, сажать в одну группу, и не владеющие будут подтягиваться, значит, ориентируясь на знания владеющих. Совершенно наивная и лишенная педагогической основы мысль. Это приведет только к тому, к чему это приводило все предыдущие десятилетия. То, что неразделение детей на владеющих и не владеющих тормозило обучение владеющих, поскольку класс не мог идти достаточными темпами вперед, потому что их сдерживала способность, ну или, скажем так, скорость усвоения изучаемого материала не владеющими, которая была, естественно, значительно ниже. С другой стороны, вот такая усредненная постановка обучения приводила к тому, что не владеющие не просто не догоняли владеющих, а окончательно отставали и терялись в том потоке знаний и информации, которая шла с ориентацией на владеющих. А как тогда быть извините, с ситуацией, я просто подобные аналогичные вопросы получила от телезрителей, которые в течение недели обращались, и как это происходит по факту в современной школе? То есть детей по принадлежности, по тому, что они носят осетинскую фамилию, определяют во владеющую группу, соответственно, у ребенка возникают проблемы с обучением, потому что он не знает, как сказать «здравствуйте», а с него спрашивается, как со знающего. Я отвечу на ваш вопрос. Как только закончу отвечать на вопрос, заданный телезрительницей, он заключался... То есть последняя фраза была такая.
какой смысл в этом разделении в том случае, если дети, что в группе владеющих, что в невладеющих, приблизительно одинаково владеют языком? В этом случае деление не должно происходить. Значит, деление должно происходить по уровню владения осетинским языком. Если дети владеют одинаково, то их можно делить, но не по принципу владения-невладения, а просто делить на меньшее количество учащихся в подгруппе. Дело в том, что изучение неродных языков, а в данном случае неродной имеется в виду в том числе и родной этнический язык, но если ты на нем не говоришь и не думаешь, то по, скажем, методической классификации, по социолингвистической классификации он считается тоже неродным языком. Так вот, классы делятся на изучение иностранных языков на 2 группы, потому что в классы комплектуется около 30 и более человек. И изучать иностранный язык с таким количеством учащихся невозможно. Точно так же изучать осетинский язык, особенно не владеющими, даже если они все не владеющие в классе, но 30 учеников в классе невозможно эффективно организовать обучение. Поэтому в том случае, если нет различия во владении осетинским языком у детей, их все равно надо делить на подгруппы, но не с целью разведения владеющих и невладеющих, а с целью повышения эффективности обучения, с целью уменьшения количества детей в каждой подгруппе. То есть учить не 30 человек класс, а группу в 15 человек. В отношении вашего вопроса, я знаю, что в 90-е годы, в последующие годы и кое-где сейчас, я слышал об этом, практикуется ура-патриотический подход к решению психолого-педагогической проблемы. Что классы надо делить по принципу осетины, не осетины. То есть в группу невладеющих сажать только детей не осетинской национальности, а в группу для владеющих детей осетинской национальности вне зависимости от того, насколько они владеют осетинским языком. Это подход вредительский, это подход, который ведет к абсолютной дискредитации и образовательного процесса, и системы образования. Подход должен быть только один. И принцип, и механизм только один. 1 сентября приходит ребенок в школу, в 1 класс, с ним проводится собеседование учителем осетинского языка, выявляется уровень владения им осетинским языком, при этом это может быть ребенок не осетинской национальности в Алагире, который может владеть спокойно и прекрасно владеть осетинским языком. Для чего его сажать в группу для невладеющих? И наоборот, это может быть ребенок с осетинской фамилией, но который и 2 слов не знает по-осетински. Как его можно сажать в группу для владеющих? Поэтому принцип должен быть никоим образом не связан, должен быть с национальной принадлежностью ребенка. Механизм – это собеседование, предмет собеседования – это уровень владения осетинским языком, результат собеседования – определение ребенка вне зависимости от его фамилии, вне зависимости от его этнической принадлежности, в группу для невладеющих, если он не владеет, и в группу для владеющих, если он владеет осетинским языком. Вот так должно быть построено. Так должно быть, то, что мы имеем на деле, то, о чем вы сказали, ура, патриотические настроения. И эти настроения, они, в общем-то, провоцируют недовольство и провоцируют вот как раз-таки какие-то такие негативные настроения у родителей, которые по 40 минут, а то и по часу пытаются заниматься с детьми и не могут выполнить домашнее задание, потому что они тоже дети той системы, которая не научила их осетинскому языку. Как решать эту проблему? Как-то нужно, наверное, взаимодействовать с Министерством образования. Каким образом вы видите решение этой проблемы? На самом деле, сейчас, если такое где-то происходит, что ребенка определяют в группу для владеющих, а ребенок не владеет осетинским, это нарушение как раз инструктивных писем, которые год от года, каждый год практически,
рассылаются Министерством образования и науки нашей республики, где четко это инструктивные письма, методические письма, которые рассылаются при подготовке к каждому учебному году. И в отношении вот этого вопроса там даны четкие разъяснения. Откровенно говоря, не знаю, последние пару лет происходит это или нет, но предыдущие годы это происходило точно, что в инструктивных письмах министерства четко давался тот алгоритм, который я описал, то есть распределение детей по группам для изучения астинского языка производить, механизм собеседования, результаты собеседования и распределение по группам никаким образом не должны быть связаны с тем, какую фамилию носит тот или иной ребенок. Иногда указывается на то, что таким образом создается лазейка для, ну, скажем, нерадивых родителей и их детей, для того, чтобы облегчить его школьную жизнь, даже если он владеет осетинским языком, перебежать из группы владеющих в группу невладеющих. Дело в том, что это было, ну, скажем так, правомочно и правомерно, такое мнение, тогда, когда не было полноценной системы обучения осетинскому языку как неродному. Сейчас там такой же объем. Понимаете как? Давайте говорить прямо. 10 лет назад уроки по осетинскому языку у категории невладеющих проходили практически бессистемно, хаотично. Не было учебного материала. Учителя приносили какие-то вырезки из газет, какие-то куски литературных произведений. Это максимум, чем они могли заполнить учебный процесс. Естественно, не создавая условий для обучения осетинскому языку, они не могли предъявлять и требования к знанию языка. Но те времена закончились. Сейчас обучение в группах для невладеющих столь же системно и организовано, как и в группах для владеющих. Поэтому особого резона перебегать из владеющих в невладеющие нет, потому что там тоже тот же самый объем информации, объем знаний, который там идет. Поэтому люди сейчас уже не мотивированы к тому, чтобы перебегать из группы в группу. У нас еще один звонок телезрителя. Добрый вечер, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Уезжар Хорж, маному Эрик, Заудjakauкак. Тамерлану Таймуразовичу у меня вопрос. Как вы считаете, вот сегодня российская политика как влияет? Ведь навязывается заграничная европейская культура сюда, в центр Кавказа. Осетинский народ является вообще-то восточной культурой. Нам навязывают западную культуру. Возьмите вот все чужое. Перепродаются чужие товары. Обувь чужая, одежда чужая, еда чужая. Как ребенок будет свое что-то воспринимать? Можете вот это поднять вопрос? Спасибо. 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 Я отвечу следующим образом. Осетинский народ, как и большинство народов современного мира, сейчас находится в очень сложном культурном пространстве. Век трансформации, который происходит на наших глазах и каждый день приносит в нашу жизнь что-то новое. Так же, как и сотни других народов, тысячи народов этого мира, мы оказываемся в ситуации выбора. Нам надо выбирать. Или нам надо продолжать сохранять свою культурную традицию, оставаться носителями того наследия, которое нам оставили наши предки, я имею в виду культурной традиции, или интегрироваться, вписаться в этот новый мир, в эти новые реалии, в эти новые обстоятельства. Нам надо выбирать, иначе это за нас сделает сама жизнь, и она уже это делает. И средства массовой информации, и интернет, и видео, и кино,
и другие средства идеологического, то есть культурного влияния на подрастающее поколение нашего народа, они уже делают свое дело. Это означает, что если мы не будем проводить соответствующую национально-культурную политику, которая будет позволять сохранить нашу культурную традицию даже в этих, я бы сказал, в этой агрессивной внешней среде, но если мы утратим эту культурную традицию, мы рискуем действительно раствориться в этом мире и перестать быть самими собой. К счастью, наступил тот день, тот год в истории нашего народа, когда это понимание сформулировано как государственная политика нашей республики. И та государственная программа, о которой сказала Алана в начале этой передачи, она так и называется «Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания. Национально-культурное развитие осетинского народа». Она состоит из двух подпрограмм. Первая подпрограмма так и сформулирована: сохранение культурной идентичности осетинского народа. Вторая подпрограмма – сохранение и развитие осетинского языка. И это взаимосвязанные и неразрывные, и взаимообусловливающие компоненты. Не будет языка, не будет культуры. Сохранение и развитие осетинского языка – это не самоцель. Мы работаем над сохранением и развитием осетинского языка не ради его просто сохранения. Мы понимаем, что если не будет осетинского языка, мы не сможем ни на одном другом языке, ни на русском языке, ни на японском, ни на китайском, ни на английском, мы не сможем получить, младшие не смогут получить от старших ценности своей национальной культуры и дальше не смогут передать их новым поколениям. Поэтому вопросы сохранения осетинского языка – это гарантии сохранения осетинской национальной культуры, которая будет развиваться, которая будет модернизироваться, которая будет коррелировать, то есть которая будет сочетаться с теми культурными процессами, которые будут происходить и происходят у нас в стране, в мире, но которые позволят нам остаться самими собой. Я приведу пример Японии. Япония – это передовая в цивилизационном отношении страна, в технологическом отношении страна, но это и народ, который смог в условиях вот этого многообразия культуры, которая окружает их не меньше, чем нас, сохранить свой национальный дух, свою национальную культуру. И это тот пример, которому мы должны следовать. Пример сочетания национально-культурного развития и цивилизационного прогресса. Вот это то, что мы должны реализовать. И еще раз повторю, слава Богу, что есть у республики, у республиканской власти есть понимание этих процессов, есть понимание тех задач и целей, которые нам надо решить. И эта работа с 1 января 2018 года начата. Мы первый квартал, республика, разные министерства, Министерство образования, Министерство культуры, Комитет по средствам массовой информации, Комитет по сохранению культурного наследия и так далее, сейчас разворачивают целый комплекс мероприятий, нацеленных на сохранение осетинской национальной культуры. Тамерлан Таймуразович, спасибо большое. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. У меня осталось еще много вопросов. Я надеюсь, мы продолжим наш разговор в дальнейшем в нашем эфире. От себя добавлю, я искренне верю, что когда-нибудь наш диалог с вами состоится на осетинском языке. Я благодарю вас за содержательную беседу. А сейчас мы снова запускаем бумеранг.
как получить инвалидность и подтвердить ее темы нашего следующего эфира. Задавайте ваши вопросы по телефону 99 44 40, WhatsApp и Telegram, в социальных сетях канала «Осетия» с хэштегом «Бумеранг Ариштон». Все, что вы спросите, мы обсудим в прямом эфире. До встречи через неделю.